Вы помните, что он вообще не мог шевельнуться? Я даже слушать его не могла. А сейчас, видите, старайся, не часто, но усиленно. Сегодня Саша с упорством тянет на себя эспандер. Хотя совсем недавно он мог шевелить только пальцами. Хрустальная болезнь приковала мальчика к кровати сразу после рождения. И вот уже 14 лет он почти недвижим. Ведь любое движение может привести к перелому, которых у Саши уже было около 40. Все изменилось после поездки в одну из московских клиник. Первый курс европейской программы реабилитации дал надежду на другую, здоровую жизнь. Дали нам возможность изменить жизнь этого мальчика и дали понять, что он может сесть, сам кушать своими руками, может активно двигаться, познавать мир. Это самое главное для жизни ребенка, который хочет этого. Сегодня Саша перешел в 7 класс. Для него все предметы любимые. Он обожает общение и любит фотографироваться. Он читает, он рисует, как может. Вот. Правда, у меня мальчик растетичный, но немножко он стесняется. Он хорошо стихи может рассказать, песни может петь, но он стесняется. Вот если допустим, дать ему какое-нибудь увлечение, чтобы, допустим, я вот дам ему телефон, он сам с собой разговаривает. То есть как вот это, что песни поет, там все. А если я попрошу, он не хочет. Саша строит планы на будущее. Хочет, наконец, съездить на море и вообще много путешествовать. Самое главное, что его мечта может осуществиться. Как, например, у этих детей, отдыхающих в лагере для таких же хрупких или хрустальных людей. Они уже сами передвигаются на коляске, а некоторые даже ходят. Благодаря современным методам укрепления костей, физической реабилитации, правильной ортопедической и психологической помощи. Более того, я вам могу сказать, что наши ребята хрустальные, они отличаются, они очень одаренные, творчески развитые дети, и поддерживая и помогая им, в общем, мы на самом деле растим наш золотой фонд страны. Я нисколько не преувеличиваю, потому что на моей практике я очень часто встречаю талантливых ребят, которым мы помогаем и физически, и психологически развиваться, и получаем потом финалистов различных конкурсов. И, в общем, у них действительно все дороги в мир открыты. Саш, самая большая мечта? Сидеть вот так. Путь к мечте будет долгим и сложным. Мальчику придется лечиться в Москве трижды в год на протяжении нескольких лет, выезжая к столичным докторам. На это нужны немалые средства. Стоимость одного курса – 180 тысяч рублей. Маме, которая в одиночку воспитывает сына, такую сумму не собрать. Но она верит – мир не без добрых людей. Светлана Некрасова, Елена Кононова, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.